Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В Туркменистане отметили День Конституции и государственного флага. Председатель Халк Маслихаты провел телефонный разговор с вице-президентом ОАЭ. Авиакомпания «Туркменистан» сменила аэропорт базирования в Балканском вилаяте и другие новости. Президент Туркменистана подписал постановление о подготовке проекта государственного бюджета на 2026 год, основных направлений социально-экономического развития и инвестиционной программы страны. Согласно постановлению, Министерству финансов и экономики поручено организовать работу по подготовке указанных проектов и представить их в Кабинет министров до 1 ноября текущего года. Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслихаты Гурбангулы Бердымухамедов принял директора постоянного представительства Азиатского банка развития в Туркменистане Артура Андресяка. В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества. Затем состоялась церемония подписания меморандума о взаимопонимании между Государственным комитетом по строительству города Аркадак при президенте Туркменистана и АБР. В Туркменистане 18 мая прошли торжества по случаю Дня Конституции и государственного флага страны. В мероприятиях принял участие президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Глава государства возложил венок к монументу Конституции и к флагштоку с государственным флагом. Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслихаты, провел телефонный разговор с вице-президентом ОАЭ шейхом Мансуром бин Заедом Аль-Нахаяном. В ходе беседы стороны отметили высокий уровень туркмено-эмиратских отношений, основанных на принципах дружбы, взаимоуважения и поддержки. Гурбангулы Бердымухамедов акцентировал внимание на значительных перспективах расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества, указав на устойчивый рост показателей товарооборота между странами. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил поздравления папе римскому Льву XIV в связи с его интронизацией. В поздравлении глава государства выразил уверенность, что новый понтифик приложит все усилия для укрепления духовных ценностей человечества, единства и мира. Президент Туркменистана также пожелал Льву XIV крепкого здоровья и успехов в его ответственной миссии. Международный фестиваль «Музыка мира», приуроченный к Международному году мира и доверия и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, торжественно открылся во дворце мукамов Государственного культурного центра в Ашхабаде. В мероприятии принимают участие ведущие композиторы, дирижеры, оперные исполнители и музыканты из России, Китая, Франции, Ирана, Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизстана и Узбекистана. Авиакомпания «Туркменистан» временно сменила аэропорт базирования в Балканском вилаяте. Начиная с 19 мая авиаперевозчик приостановил полеты в направлении города Туркменбаши. Вместо этого рейсы выполняются в новый международный аэропорт Балканабада, который уже начал принимать первых пассажиров. Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Миредов принял участие в Тегеранском диалоговом форуме. Выступая на панельной дискуссии, глава внешнеполитического ведомства представил позицию Туркменистана по вопросам развития транспортно-логистической связанности. Особое внимание он уделил инициативе Туркменистана возрождения Великого Шелкового пути. Представитель Австрии Йоханнес Пич стал победителем международного песенного конкурса «Евровидение-2025», финал которого состоялся в швейцарском Базеле. По итогам голосования профессионального жюри и телезрителей австрийский исполнитель набрал 436 баллов. Второе место заняла представительница Израиля Юваль Рафаэль с результатом 357 баллов. Бронзовым призером конкурса стал эстонский музыкант Томми Кэш, получивший 356 баллов. Йоханнес Пич выступил с композицией «Wasted Love». В финале Евровидения приняли участие представители 26 стран. Согласно правилам конкурса, следующий музыкальный форум пройдет в Австрии. Аркадак нанес поражение Шагадаму в матче 11-го тура чемпионата Туркменистана по футболу. Встреча в Туркменбаши завершилась со счетом 4-1. В составе победителей дублем отметился Алтымурат Аннадурдыев. Еще по голу на счету Микана Сапарова и Вельмурата Баллакова. Единственный мяч в составе Шагадама забил Ашир Джумадурдыев. В центральном матче 11-го тура чемпионата Туркменистана по футболу Алты-Насыр со счетом 3-1 обыграла Хал. Встреча состоялась на стадионе в Безминском Итрапе. Счет в матче на 12-й минуте открыл игрок ашхабадской команды Абдурахман Аннамурадов. На 29-й минуте Назар Тавакелов из Ахала сравнял счет, забив свой первый гол в матче.
На 36-й минуте Руслан Таджиев вывел Алты-Насыр вперед, а на 72-й минуте Назар Тавакелов отличился во второй раз, забив в свои ворота. После победы Алты-Насыр поднялся на 3-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка в 10 матчах. Ахал располагается на 2-й позиции, набрав 24 очка после 11 игр. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.